аудитории складывается ощущение, что стилист и дизайнер – это что-то одно целое. Абсолютно. А ты же раньше был тоже стилистом. Вот мы с тобой познакомились первый раз, это на «Фабрике звезд». Зачем идти на этот компромисс друг перед другом, который не есть созидательным, скажем так? Мы не поддерживаем отношения, не общаемся. Видимо, она там имеет какие-то на меня, может быть, обижается, может быть, еще что-то. Ну, как бы. Потому что на последних фэшн-виках мы уже тебя не видели. Что происходит? Где ты? Если бы мы относились друг к другу как к конкурентам и поглядывали искося друг на друга. Цель создавать, производить и зарабатывать. Наш бренд всегда про позитив. Это бренды, которые абсолютно альтернативную имеют бизнес-модель, такой социальный проект. В тот момент, когда тебе пришла идея именно этого платья. Да. Вот, то есть она у нас там белая пушистая, а я там злюка-бобер. Или наоборот. Уверена, каждый из нас однажды стоял перед выбором цена, качество или личные предпочтения. Здесь мы общаемся с известными и очень крутыми дизайнерами, которые делятся с нами самым важным – своими знаниями, чтобы ваш выбор среди моды и бизнеса был намного проще. Салям алейкум, с вами Зера из Рима, и это программа про фэшн. Костя Амеля. Украинский дизайнер основал личный бизнес в 19 лет. Его платья копируют Zara и другие бренды. Клиентами Кости Амели являются Джамала, Диана Перфильева, Кэти Тапурия, американская певица Кэролайн Фриланд и многие мировые it-girl и селебритис. Салям алейкум. Алейкум салям. Костя, расскажите, пожалуйста, как пришло осознание, что хочется стать дизайнером, и как вы реализовывали эту идею? Когда уже непосредственно осознание, что хочу стать дизайнером, пришло там попозже, когда уже где-то лет, наверное, 18-17. В любой момент, когда мне становилось скучно где-то, либо на уроках в школе, ну где-либо, я находил где-то листочек бумаги и рисовал женские платья. Но тем не менее вы закончили юридический... В то время как бы профессия дизайнера одежды это было что-то очень странное, непонятное и вообще для семьи, которая как бы живет в городе Бровары, вообще далека от этого всего. И тут, когда заявляет ребенок в семье, что его интересует творческая вообще реализация себя по жизни, это, конечно, воспринималось несерьезно, мягко говоря. И в тот период времени, как все мы помним, очень популярным было учиться либо на юриста, либо на экономиста. И так как я был более гуманитарий, то меня отправили учиться на юрфак. С чего начинались первые шаги? Как ты все-таки создал первую свою коллекцию? Что это было? Вот когда я сделал показ в рамках Mercedes-Benz Fashion Week, это мой первый показ. Что туда входило в эту коллекцию? В принципе, там было заложено то, чем я сейчас занимаюсь. Ну, скажем так, платья для вечеринки можно охарактеризовать. Хотя среди них были платья и более нарядные, чем для вечеринки, более вечерние, там, может быть, да, и так далее. Вот. Но это была коллекция, вдохновлена подводным миром. Там было много вышивки, были пайетки, был шелк, были очень интересные фактурные ткани. Во сколько обошлась первая коллекция, если ты помнишь, конечно? Ну, по-моему, это был 2012 год. Помню, что в этот момент я работал еще параллельно на телевидении в качестве стилиста на различных телевизионных проектах. И вот весь гонорар, который я тогда заработал, почему-то я его и потратил. У тебя не было я не искал партнеров? инвестиций, я привык рассчитывать на себя, организовал показ, и все, что сопутствующее этому, тоже было сделано за мои деньги. Собрал команду в том числе и так далее. Интересно все-таки, кто принимал участие в создании коллекции? Тогда я открыл свою студию, в которой у меня были все необходимые люди для того, чтобы производить коллекции. И, конечно же, я встретил на тот момент единомышленников, которые помогали мне с точки зрения уже непосредственно не производства вещей, а уже там, стилизовать эти вещи, показать правильно, снять и так далее. Ну, в общем, в студии у меня находились партнеры, в студии у меня находился технолог, конструктор. Всю бизнес-часть и, скажем так, креативную часть я нес на себе. Я сотрудничал, ну, скажем так, как на фрилансе, еще в тот момент со стилистами, вот, с которыми, в принципе, и дружил. Это была такая одно комьюнити, в котором мы все находились. А можешь рассказать, вот в чем функциональная особенность стилистов? Потому что у многих зрителей и
аудитории, складывается ощущение, что стилист и дизайнер – это что-то одно целое. Вот, поэтому есть две большие разницы. Дизайнер создает одежду, а стилист работает уже с готовой одеждой и формирует готовый лук. Да. В таком случае, если мы говорим о работе с клиентами, то, наверное, есть уже шоперы, есть, наверное, стилисты, которые непосредственно работают. Тоже немножко другая ниша, скажем так, но тоже очень важная. Эти люди очень помогают многим девушкам, на самом деле, да и мужчинам очень часто помогают действительно выглядеть хорошо. Да, а как ты смотришь на то, что стилисты становятся со временем дизайнером? Возьмем пример, тот же бренд Gucci, когда стилисты начинают занимать места креативных директоров в домах моды. В моде настолько много всего уже, видимо, было придумано, что она начала требовать того, чтобы это все придуманное как-то начали между собой показывать под новым соусом, скажем так. И тут на арену вышли стилисты, которые так или иначе смогли предложить что-то альтернативное, интересное. Видение, Вот. Но я думаю, что все-таки это тоже такой момент, который не может длиться бесконечно. Это такой этап, который... Все равно дизайнер есть дизайнер. А ты же раньше был тоже стилистом. Вот мы с тобой познакомились первый раз, это на «Фабрике звезд». По-моему, работал с Евой Бушминой. С Евой Бушминой я работал ты там работал. Ну, со многим. Да, уже, вот я тебя тогда тоже запомнила. Очень... Да, я работал как стилист. Я начинал как стилист. Да. Я вообще, в принципе, начинал как ассистент. И это был источник доходов для меня, действительно. Но я считаю, что это настолько успешный будет вот твой проект, даже не будет, а есть. Только еще благодаря тому, что ты понимаешь основу, ты знаешь полностью образ. Да, не только как одеть. Когда мы работали на фабрике, нам безумно нравилось то, что ты создавал. Поэтому знаете, тебе комплимент. на фабрике была своя специфика. Там я не только создавал образ как стилист. Мы очень много отшивали и готовили прям продукт с нуля. Действительно интересно, креативно, сотрудничая с режиссерами, с крутой командой. Трендом 2019 года является монохром, поэтому совет – это выбрать любимый цвет. Расскажи, пожалуйста, при запуске своего бренда, когда ты уже делился от Ксении Киреевой. У нас был свой бренд. Да, у вас был свой общий бренд. Вот это вообще, в принципе, он назывался ОК. Он недолго просуществовал, я встретил Ксюшу Кирееву, и мы не стали менять бренд, потому что Амелия Киреева, и остался бренд ОК. И мы под этим брендом, в принципе, проработали какую-то часть времени. Мы, кстати, на той же фабрике с Ксюшей работали. Мы с ней открыли студию свою первую, и начали сотрудничать, создавать коллекции. Но так сложилось, что с определенным временем, создавая несколько коллекций, уже имея уже, в принципе, и клиентов, и какой-то у нас уже пошел, в принципе, какое-то движение вперед, я начал понимать, что я творческий человек, и она творческий человек. Сложно. Но при этом, при всем, мы не единомышленники. У нее есть свое видение, у меня свое. И очень сложно было в этом контексте прийти к чему-то единому. И это был постоянный компромисс, который меня, например, если честно говорить, не до конца устраивал. И я принял такое решение, что зачем идти на этот компромисс друг перед другом, который не есть созидательным, скажем так. Самым популярным предметом всех недель моды стали оверсайз пиджаки. Где ты приобретаешь ткани, фурнитуру, пух? Буквально неделю тому назад я вернулся из Парижа, где проходила, и, в принципе, каждые полгода проходит огромная, известнейшая выставка «Премьер Визион» называется. Это выставка, на которую приезжают поставщики со всего мира. На этой выставке можно встретить очень много известных, молодых и различных дизайнеров, которые, в принципе, серьезно относятся к своему бизнесу. Почему? Потому что именно там можно найти оригинальных, интересных поставщиков, которые предложат такой продукт, который может быть действительно уникальным для того или иного бренда. Найти интересные ткани, найти интересную фурнитуру. Да и, в принципе, понять, что происходит в фэшн-индустрии на данный момент, потому что технологии не стоят на месте, и каждый раз ты видишь какое количество вообще интересных вещей, которые тебя вдохновляют. Прикольно. А вообще, мне всегда было интересно, например, на пуговице написать Костя Амелия. Насколько это дорого? Это не рентабельно? Это рентабельно. Почему? Зависит, во-первых, от объемов, которые бренд... Если бренд продает
4 платья в месяц, то, конечно, для него Ну это да, будет нерентабельно, затратно, потому да. что пуговиц таких нужно будет заказать минимум там, 20 тысяч пуговиц, не знаю. Потому что это вроде мелочь, но вот хочется, вот как ты приобретаешь, Уникальность. да, хочется, чтобы это было вот Это прям... брендинг называется, да. Вот Конечно, брендированные вещи покупать приятнее, потому что ты понимаешь, что это Каждая деталь, да, каждая да. деталь продумана и так далее. кто является вашей целевой аудиторией? Ну, если в общем, то это девушка с вечеринкой в сердце. Это девушка, которая является неординарной личностью. Она любит приковывать к себе внимание. Она не боится выглядеть не так, как все. Концентрируемся на том, что жизнь прекрасна, на том, что нужно получать удовольствие и веселиться, и Скажи, наслаждаться своим а ты временем. помнишь тот момент, когда тебе пришла идея именно этого платья? Да. Вот Да, я помню этот момент. Это произошел во время примерки, когда я создавал коллекцию «Релакс». Я моделировал на модели из какого-то большого количества трикотажа какую-то форму, футболки. И потом это все начало вырисовываться в платье, и тогда у меня были под рукой перья, я прихватил эти перья, наколол их на подол платья, сделали принт. Получилось такое огромное платье, которое в итоге, видите, попало в стрит-стайл-отчеты, и хайпануло. оно стало таким заметным, таким узнаваемым и ассоциируемым с нашим брендом. Вот. С одной стороны. А с другой стороны, оно очень удобное, потому что удобное в платье, сейчас объясню в каком смысле. Это one size. То есть человек, который покупает у нас онлайн, мы гарантируем, что это платье сядет на любой тип фигуры и не испортит ее. Так как ткань натуральная, это платье приятно к телу, в нем комфортно, тебе не сковывает движений. Это платье имеет уникальный и интересный дизайн, который именно нашей целевой аудитории. А почему никогда не было идеи создать мужскую коллекцию? Что-то из мужского гардероба? Ну, смотрите, бренд еще настолько молод, и настолько Всё еще впереди. происходит процесс становления, скажем так, что не хватает этого ресурса и времени, и сил на то, чтобы думать о мужских вещах. Вот друзья есть близкие? Друзей вообще у меня несколько человек в жизни. А товарищи, все дизайнеры, конечно, среди них. Вообще у меня отличные отношения с многими ребятами. Ну не относитесь вы друг к другу как конкуренты? Нет, ни в коем случае. Это же, если бы мы относились друг к другу как конкуренты, и поглядывали искося друг на друга. У каждого есть свой путь, у каждого есть свой бренд, мы все разные. Мода на унисекс постепенно трансформировала в гардероб, поэтому сегодня трендом является сочетание брюк и юбок. Это могут быть разные текстуры, разные ткани, разные силуэты, но это является трендом, особенно 2019 года. Это очень круто. А с кем коллаборировались? Смотрите, мы успели сделать в прошлом году 2 коллаборации. Это был бренд Нади Дорофеевой «Соудудо», ее магазин. Вот. А вторая коллаборация была с Oh My Look. В этом году, или в прошлом году, получается, Oh My Look было 5 лет, по-моему. И у Леры Бородиной и у команды Oh My Look появилась такая идея создать несколько коллабораций. Первый был Иван Фролов, может быть, вы помните. Он создал линейку одежды. И вторыми были мы. Это были уникальные платья специально для Oh My Look. Вот интересно все-таки, как украинские дизайнеры относятся к коллаборациям друг с другом? Все-таки не магазин и дизайнер, а вот дизайнер с дизайнером. По-моему, дизайнеры с дизайнерами некоторые коллаборируются. Зависит от того, кто что производит. Ну, Вот, например, из последних, последний сезон, по-моему, Иван Фролов и Сова, да, ювелирный бренд. Вот сейчас, например, есть такой бренд «Синдикат». Они делают, они сотрудничают с Машей Ревой активно. Они выпускают с ней очень интересную линейку, уже не первый сезон, по-моему. Это очень круто выглядит. И они, как бренд, который такой стритвеа, да, они вот коллаборируют с очень таким арт-человеком, который для них создает очень крутые принты, очень крутые вещи. Это выглядит здорово. Касательно нашего бренда, если у нас монопродукт, наш бренд. Да. Что такое монопродукт? Это одно платье, которое мы не производим обувь, мы не производим пальто, не производим юбки, брюки и так далее. Вот. Да, у нас есть несколько аксессуаров, которыми можно дополнить образ. Но нам, например, интереснее сотрудничать, например, с художниками. Следишь ли ты за трендами? Как ты относишься вообще к трендам? Ну, смотрите, к трендам я отношусь достаточно спокойно. Конечно, нужно быть в курсе дела и интересоваться тем, что происходит.
Но если мы говорим о вообще человеке, который там потребляет, да, моду и любит одеваться, я бы рекомендовал все-таки следить не за трендами, а следить за тем, чтобы прислушиваться к себе и к тому, who are you. Создать свой уникальный, индивидуальный стиль, потому что все мы являемся личностями, мы все уникальны. А мода — это, знаете, такой большой механизм, такая большая махина, которая строит людей, и люди строятся только потому, что там очень-очень много денег. Нашу программу смотрят молодые люди, которые находятся перед выбором поступления там, в университет технологии и дизайна или в мир моды. Что ты им посоветуешь? Какие все-таки качества важны при выборе данной ниши? Ну, в первую очередь нужно прислушаться к себе и четко понимать, что осознать тот момент, что вот ту профессию, которую ты выберешь, она должна делать тебя счастливым, должна делать твою жизнь интересной. Если тебе действительно нравится, тебе интересно, и ты в первую очередь думаешь о том, что ты станешь счастливее от того, что ты уйдешь в эту профессию, либо в другую профессию, то это правильный выбор. Следующий этап – это научиться делать так свою работу профессионально, чтобы тебе за нее платили деньги. Когда денег будет хватать так, чтобы о них не думать, то можно, в принципе, уже начать заниматься какими-то вещами более, скажем так, глобальными, масштабными, может быть, постараться что-то изменить и так далее. А какие качества характера? Поэтому я рекомендую всегда слушать себя. Там все ответы находятся на самом деле. Вот. Качество характера нужно иметь на самом деле кругом одинаковое. Я же говорю, нужно быть честным в первую очередь с самим собой. Вот. И не идти на компромиссы с самим собой в том же числе. Я этот путь как бы для себя прошел и четко знаю, и всегда говорю, что это как бы сложно, наверное, с одной стороны, но с другой стороны по-другому не получится. Ну да, это момент осознанности. Да. Комбинезоны. Главным трендом 2019 года стали комбинезоны. Собственно, это могут быть разные цвета, разные фактуры, силуэты, все в тренде. Сейчас вот нас интересует зримый один вопрос. Он очень волнительный и важный. Вернется Крым? Я очень в это верю. Я очень в это верю, что Крым вернется. Прогноз. Верю в то, что и Крым вернется, и мы его вернем. Что как-то вот произойдет это все. Прогнозировать вообще-то неблагодарное дело, честно говоря. Я считаю, что это, конечно, часть Украины. Я, конечно, считаю, что он аннексирован был, и любой здравомыслящий человек отдает себе в этом отчет. Кто-то может признаться, кто-то не может в этом признаться. К большому сожалению, в нашей стране умирают люди, которые отстаивают. Ну, и к большому счастью, в нашей стране есть и люди, которые не боятся отдать свою жизнь за то, чтобы в нашей стране был мир. А кто входит в твою команду профессионалов? Сколько человек? И как долго ты искал свою команду мечты? То, что для меня это будет большое правило, найти команду единомышленников в первую очередь. На данный момент, вот я недавно читал, по-моему, у нас человек 16 или 18. У нас нет такого ощущения, что где-то есть начальник, где-то есть подчиненный. Мы не боимся выражать свои точки зрения на различные вопросы. Я люблю каждого нашего сотрудника, восхищаюсь каждым, считаю, что они молодцы и дорожу каждым очень сильно. Хороший руководитель. Костя, у нас есть рубрика, это задание подобрать образ для каждой из нас, а потом аргументировать, почему так, а не иначе. Так, давайте примеряем платье. Я думаю, что это, наверное, не очень. Мне кажется, будет симпатично. Давайте померяемся, да? Ну, друзья, в общем-то, для Заремы я подобрал платье свитшот, кроя оверсайз. Для Зеры я подобрал платье из сетки, декорированное тоже пластиком, тоже отличительный знак нашего бренда, по которому нас узнают. Мы делаем действительно платье для вечеринки. Если у вас создается желание отправиться куда-то в этих платьях и оторваться, скажем так, то значит мы сделали свою работу правильно. А сейчас конкурс.
подписаться на страницу Амелия Тидрес, подписаться на нашу страницу, ответить на вопрос Кости Амелии. И кто правильно ответит на этот вопрос, получает подарок от Кости. А какой, мы сейчас узнаем. Друзья, в общем-то, вопрос следующий. Бренд Амелия Тидрес начался с одного платья. Вот тот человек, который ответит, что это за платье, получит, в общем-то, в подарок эту модель. Чтобы быть душой компании, совсем не обязательно тратить много времени, изучая новые тенденции. Достаточно один раз в неделю смотреть программу Zero Zarema Profession, и тогда темы для общения гарантированы. Смотрите нас ровно через неделю. Сызлеры чун чалышамас. Амелия, ассаляму алейкум. Алейкум селям. Вот такая ЧБшечка, сразу пошел бэкстейдж. Мне кажется, это загадка для блондина. Вот я бы была самая первая, я бы ответила. А нам никто не запрещает участвовать. Так быстрее надо создавать, я уже... То есть она у нас там белая пушистая, а я там злюка бобер. Или наоборот. Договорились. Бобер, боже мой. Я так еще не слышу. Ну просто камера на меня, ничего.